вечер. Как видите, вот эта вот картина происходит в центре Магаса. Везде разбросан мусор. Строители, которые трудятся, придавая Магасу облик современной столицы, по-видимому, не сильно заботят отходы. На КАМАЗах обязаны вывозить мусор на полигон. Недолго думая, они оставляют его здесь же, рядом. Что называется, не отходя от места застройки. Но местные власти уверяют, устранять незаконную свалку начали давно. Только на время холодов работу пришлось приостанавливать. Как вот потеплеет, как погода нормализуется, обязательно начнем в дальнейшем. И в ближайшее время уберем. А убрано очень большое количество. Где-то до конца этого марта полностью, я думаю, мы закончим. Но надеяться на сознательность нерадивых застройщиков не приходится, ведь такая картина в Магасе повторяется с завидным постоянством. Впрочем, как поясняют специалисты, выровнять землю не значит ликвидировать свалку. Ведь, как показывает статистика, годовое количество отходов в России составляет 30 миллиардов тонн. 95% из этого числа остаются гнить на полигонах твердых бытовых отходов, а вот на переработку отправляется всего 5. Эта процедура хоть и затратная, но штрафы за несанкционированную свалку все равно выше. Вот эти навалы строительных отходов, они осуществляются эпизодически. Вот их убирают, правда, они опять появляются. Но опять же, муниципальный контроль надо усилить, и этого не будет. Это если не вменить еще иск за нанесение, это от 100 до 250 тысяч на юрлицо. Но если еще и вменить иск за нанесенный ущерб, то я не знаю, там это уже подсчитывать должны специалисты, это может вылиться в несколько, может и десятков миллионов. Впрочем, это не единственное нарушение. Буквально в нескольких метрах от импровизированной свалки нашлось место и черным копателям. Прямо из-под русла реки кто-то решил добывать гравий. И все бы ничего, только разрешения на это никто не давал. Как говорят специалисты, это одна из проблем, из-за которой Сунжа постоянно высыхает. Хочу предупредить сразу, кто будет пойман, будет наказываться жестко. С доказательной базой, если будет пойман человек, то ему вменят иск за нанесенный ущерб природе. Вот незаконная добыча в русле реки на юридические лица – это от 800 тысяч до миллиона. Нарушения зафиксированы и протоколы составлены. Ну а в какую сторону изменится экологическая ситуация близ Сунжи, в итоге покажет только время и сознательность жителей. Тамара Хшагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24.